Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей. В студии Василий Радченко и коротко о главных темах выпуска. Мужчина застрелил 5 человек в Рязанской области. 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей зафиксировано в стране. А доклинические исследования вакцин рассчитывают начать уже в мае этого года. Мужчина застрелил 5 человек в Рязанской области. Подозреваемый задержан около дома, где и произошло преступление. Это мужчина 1988 года рождения. Также было обнаружено ружье. Все погибшие – молодые люди, детей среди них нет. По предварительной версии следствия, между мужчиной и соседями произошел конфликт из-за шума. Крупное ДТП произошло в Якутии сегодня примерно в 13 часов дня на 102-м километре федеральной автодороги Колыма возле Нуарагана между Тюнгулю и Чурапчой. Микроавтобус врезался в трал. Очевидцы сообщают, что 9 человек, в том числе и двоих детей, увезли в медучреждение. Информация уточняется. Жителя Приморья привлекут к уголовной ответственности за фейковое видео о коронавирусе. В видеоролике рассказывалось о заболевшей коронавирусной инфекции на одном из предприятий города Уссурийска. Полицейские установили личность и доставили в городской отдел 28-летнего местного жителя, работавшего на заводе. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела. Автор же видео раскаялся и публично принес извинения за ложную информацию. В Китае почтили память жертв коронавируса. Вчерашняя суббота в стране была объявлена днем траура. Никита Конев с подробностями. В Китае в субботу простились с жертвами пандемии коронавируса. По всей стране приспустили флаги. Повсеместно запрещены развлекательные мероприятия. В 10 утра прозвучали траурные сирены. К ним присоединились гудки автомобилей, поездов и кораблей. А люди почтили память погибших 3 минутами молчания. Многие жители Уханя, города, где началась пандемия, потеряли близких из-за коронавируса. Я должен был прийти сюда. Мы в течение последних 80 дней сражались со смертью и, наконец, одержали победу. Это было совсем непросто сделать. Если вы не были на передовой, вы не поймете. Больше 3000 человек погибли в Китае во время вспышки коронавируса. Сейчас власти КНР утверждают, что им удалось справиться с пандемией в стране. У известной певицы Пинк и ее ребенка диагностировали коронавирус. Об этом звезда рассказала в своих социальных сетях. Американская певица Пинк рассказала, что она и ее 3-летний сын Джеймсон переболели коронавирусом. По словам исполнительницы, COVID-19 у них диагностировали еще 2 недели назад. Но сейчас они полностью здоровы, и новые тесты дали отрицательный результат. Певица подчеркнула, на протяжении всего этого времени ее семья следовала указаниям своего лечащего врача и не выходила из дома. Чтобы поддержать медиков, сражающихся с пандемией коронавируса, Пинк решила пожертвовать $1 миллион. 500 тысяч уйдут в фонд больницы при Темплском университете в Филадельфии, вторая половина в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса. Число случаев заражения коронавирусом в США близится к 280 тысячам. Больше 7 тысяч человек стали жертвами болезни. В России же зарегистрировано 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, в 96% случаев коронавирус передается капельным путем и лишь в 4% воздушным. Один заболевший способен заразить 3 человек, и если это бессимптомное течение, то 1 человека. Попова отметила, что около 25% всех инфицированных не имеют выраженных симптомов. Болеют и дети, болеет и молодежь. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей. И у 17 из них сегодня протекает пневмония. К счастью, тяжелых детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка.
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу, поэтому принимаются жесткие решения для предотвращения его распространения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он также сообщил, что около 20 тысяч коек, в том числе в частных клиниках, готовят в Москве для приема пациентов с коронавирусом. В России доклинические исследования вакцин от коронавируса начнутся с 11 мая. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Ренат Максютов. Сейчас вакцины от коронавируса в России испытываются на животных, мышах, хорьках, низших приматах. Эти испытания, как ожидается, завершатся к концу апреля. Доклинические исследования должны продлиться до 22 июня, а клинические начнутся 29 июня. Ситуация по коронавирусной инфекции в Якутии остается неизменной. На сегодняшний день 6 человек вылечены от коронавирусной инфекции, 9 остаются под наблюдением врачей Якутской клинической больницы. Коронавирус повлиял на преступность в Якутске. За вчерашний день статистика снизилась почти до нуля. В субботу было совершено лишь одно дистанционное мошенничество. Существенными причинами стали запрет продажи алкоголя и ограничительные меры, из-за которых люди сидят дома. Кроме того, не работают ночные клубы и бары. Именно они давали большой процент преступлений. Снижение статистики преступлений зафиксировано и в целом за неделю. В сводках фигурируют несколько краж и в основном факты незаконной реализации алкоголя. Министерство предпринимательства Якутии провело более 400 индивидуальных консультаций. Кроме общей горячей линии ведутся и узкопрофильные разъяснения. Об этом заявила руководитель ведомства Ирина Высоких. Так прошла горячая линия Центра «Мой бизнес» с участием экспертов Фонда развития предпринимательства Якутии. Они ответили на вопросы от предпринимателей, которые ведут деятельность в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Вилюйск и других. Вопросы предпринимателей касались реструктуризации действующих микрокредитов, кредитных каникул, отсрочек, налоговых каникул и так далее. На следующей неделе Центр «Мой бизнес» продолжит проведение тематических горячих линий. Между тем, Банк России разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы. Гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации или пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса, проценты по займам продолжат начисляться. Как сообщается на сайте регулятора, оплатить их нужно будет по истечению льготного периода. Начисленные за льготный период проценты по кредитной карте должны быть выплачены заемщикам в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Кроме того, первый платеж должен быть сделан через 30 дней после истечения льготного периода. Назначенный в Рио губернатора Камчатки Владимир Солодов прибыл в регион. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Цитата: «Здесь начинается Россия», написал Солодов в социальной сети и разместил свою фотографию у памятника камчатским медведям. Напомню, что президент России Владимир Путин в пятницу назначил экс-председателя правительства Якутии Владимира Солодова временно исполнять обязанности губернатора края. Назначение состоялось после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года. Владимир Солодов хоть и не родился на Дальнем Востоке, но считается одним из авторитетных дальневосточных политиков. В команде Юрия Трутнева занимался запуском территории опережающего развития и режима «Свободный порт Владивосток». Отвечал за инвестиционный климат в макрорегионе. Дети из малообеспеченных семей Якутска получат планшеты для дистанционного обучения. В столичные школы распределили 525 планшетов. Каждый комплектуется сим-картой с пакетом интернет-трафика. Безлимитный пакет интернета предусмотрен до 1 мая. На закупку электронных устройств из бюджета города было направлено 6 миллионов 400 тысяч рублей. Платформа Учи.ру стала полностью доступна школьникам Якутии. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования и науки Владимир Егоров. Из текста сообщения: до сегодняшнего дня Учи.ру была доступна безвозмездно в определенное время, лишь до 16 часов ежедневно. Отныне же бесплатные сервисы будут доступны в любое время, круглосуточно, в выходные дни включительно. Между тем, новое расписание автобусов установили в Якутске. Движение возобновится в столице в дневное время с 6 апреля, с завтрашнего дня, с понедельника. Интервал движения с 6:30 до 9 утра, до 15 минут, с 9 до 17 часов раз в 1 час и далее с 17 часов до 20 часов вечера возвращается к интервалу раз в 15 минут.
Ежедневно в волонтерские штабы в Якутии поступают сотни заявок от граждан. Это доставка продуктов, лекарств, но иногда бывают и не совсем стандартные просьбы. Тему продолжит наш корреспондент Юрий Осипов. Заявка, она очень большая, объемная, потому что здесь примерный перечень вот этих товаров около 300 килограмм составит общий вес. В волонтерский штаб ежедневно поступают сотни обращений. Они передаются добровольцам, которые непосредственно их выполняют. Наши герои получили заявку по доставке сотни килограммов продуктов. Следующий этап – отработка. Необходимо найти весь перечень продуктов. На себе обязательно маска и перчатки. Заявок поступает достаточно большое количество, их постоянно число растет изо дня в день. Заявки разнообразные. От, не знаю, там килограмма картошки, булки хлеба и литра молока. Заявки из-за того, что разнообразные, нет того, чтобы в одном магазине все это купить. Приходится ездить по всему городу, и иногда бывает заявка одна, допустим, с медикаментами. Это можно потратить 3-4 часа просто на одну заявку ездить, собирать. Некоторые магазины сами помогают волонтерам и заранее собирают все необходимое по заявке. В этом случае добровольцы могут просто приехать и забрать требуемые товары. Это большой труд. Во-первых, надо товары найти, во-вторых, упаковать, и во-вторых, развести, и в-третьих, развести. Вы понимаете, это как очень много значит. И плюс еще к тому же, они подвергают себя тоже опасности. Поэтому большое, огромное им спасибо и низкий поклон за их работу. Заявка хоть и большая, но благодаря помощи предпринимателей собрать ее удалось быстро. Добровольцы забрали товары и привезли по адресу. Спасибо большое волонтерам, молодым людям, которые отозвались в такое тяжелое время для нас. Я с ребенком-инвалидом, и каждый раз выходить, небезопасно сейчас, да? И спасибо всем молодым людям, волонтерам. Давайте все сплотимся, и большое спасибо огромное. Сегодня к волонтерскому движению по всей Якутии присоединились уже более 1700 добровольцев. Ими отработано уже больше 1000 обращений от граждан. За каждой из этих заявок стоит конкретный человек. Пожилые бабушка или дедушка или инвалид, которым сегодня просто опасно выходить на улицу, потому что в зоне риска находятся именно они. Работа волонтеров позволяет минимизировать их контакты. Заявку на оказание помощи можно подать по номеру горячей линии 8 800 200 34 11 или по номеру местного волонтерского штаба 8 914 237 61 04. Также с добровольцами можно связаться по WhatsApp по номеру 8 914 237 61 39. Юрий Осипов, Якутск. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.